Пост – это не только ограничение в пище. Это лишь только один костылек, который помогает нам в достижении той цели, которая должна стоять перед каждым из нас, когда мы вступаем на поприще Святого Великого Поста. Поэтому, братья и сестры, вступая в Великий Пост, каждый из нас должен видеть ту цель, которая стоит перед нами. А эта цель заключается в нашем с вами исправлении. Вот у святителя Амвросия Медиаланского мы встречаем такую очень короткую молитву, которую нам было бы очень полезно читать каждый день в течение этой святой Четыредесятницы. Он просил Бога: «Господи, избавь меня от язвы и даруй мне устремляться лишь только к Тебе, к единой красоте». Вот, к сожалению, для многих из нас красотой является не наш Господь и Спаситель. Ведь не случайно Святая Церковь сегодня, когда мы вступаем в Великий Пост, говорит нам: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Так вот, давайте зададим себе один единственный вопрос: в чем заключается наше с вами сокровище? К сожалению, если правдиво отвечать на этот вопрос, то мы могли бы сейчас сказать: в чем угодно, но только не в искании Христа Спасителя. К чему мы только не стремимся, какие цели мы только не ставим перед самими собою. Но, к сожалению, как очень редко мы вспоминаем о Боге. Мы желаем стремиться к Нему, достичь Его, жить вместе с Ним. Вот для чего Святая Церковь из года в год предлагает нам этот очень важный и ответственный для нас период. Мы должны вспомнить о Христе. Мы должны устремить все свои желания, все свои чувства, все свои мысли ко Христу Спасителю. Сказал сам Господь: если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешение ваше. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Это очень важный момент, на который каждый из нас должен обратить свое внимание. Ведь во время поста мы с вами постоянно будем просить Бога прежде всего о том, чтобы Он избавил нас от множества грехов, которые, к сожалению, мы совершили в этой земной жизни. И прося о прощении, в каждом из нас, конечно же, будет теплиться надежда на то, что Господь всемилостивый простит наши согрешения, вольные или невольные. Но вот в чем вопрос-то, братья и сестры? Оказывается, наше прощение зависит не столько от Бога, сколько от нас самих. Если мы готовы простить, то и Бог нас простит. А если не готовы прощать, то незачем надеяться и нам на прощение Божие. Вот об этом нам сегодня, канун Великого Поста, напоминает сам Господь
и Спаситель наш Иисус Христос. И поэтому не случайно перед тем, как всем нам войти в это святое поприще, святое и спасительное, ведущее нас к Пасхе Господней, каждый из нас, надеясь на всепрощение Божие, должен прежде всего постараться простить всех тех, кто, может быть, когда-то был несправедлив по отношению к нам. Но ведь вместе с тем, прощая других, мы с вами должны постараться сами простить и спрашивая прощения у других, простить тех, кто был когда-либо виноват перед нами. Но вот здесь очень часто перед многими из нас встает вопрос: хорошо и легко прощать тех, кто, может быть, незначительно был виноват перед нами. Ну вот на ногу мне наступил кто-то в автобусе. Ну как не простить этого человека? Но ведь он не нарочно это сделал. Автобус поехал, резко затормозил, все стали немножко приходить в какое-то движение, и вот мне на ногу наступили. Не буду же эту обиду носить в своем сердце на протяжении всей жизни. Ну, казалось бы, это мелочь, это пустяк. И это легко действительно прощается. Но ведь многие задают вопрос: а как прощать тех, кто безмерно, как нам кажется, виноват перед нами? Вот для того, чтобы найти ответы на подобные вопросы, нам с вами необходимо как можно чаще, а вот как раз вот в это время Великого Поста, как можно чаще вместе со Священным Писанием читать и жития святых угодников Божиих. Посчастливилось видеть лица тех людей, которые прошли страшные годы испытаний прошлого 20 века. Они прошли такие страшные, нечеловеческие испытания в своей жизни, а на их лицах не было отражено ни злобы, ни гнева, ни каких-либо других отрицательных моментов. В их глазах была радость. На их лицах была улыбка от осознания того, что Господь вместе с ними шествует по их жизни. Ведь вспомните слова апостола Павла, который, назидая христиан, говорит: радуйтесь и паки реку радуйтесь. Я думаю, что немногие из вас знают о том, в какой момент были написаны эти слова апостолом Павлом. А апостол Павел, когда писал эти слова: радуйтесь, паки реку вам, то есть снова говорю вам, радуйтесь. Эти слова апостол Павел писал, находясь в заключении. Если мы не научимся любить людей, мы никогда не научимся любить Бога. И об этом нам очень хорошо свидетельствует апостол Иоанн Богослов, говоря, что как вы можете любить Бога, ненавидя человека? Поэтому невозможно любить Бога, не любя человека. Вот об этом нам также сегодня, в этот день, когда мы с вами вступаем в святое поприще поста, напоминает Святая Церковь.